Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. В 1941 году началась война, учеба прекратилась. Старший брат у меня был в Оренбурге, его оттуда призвали. Приехали сюда, военком нас, меня не взял. И говорит: ну, еще что, такой молоденький, поедешь ты. Нет, иди давай домой и занимайся своим делом. Тебе скоро в школу опять пойдешь. Я с образованием 10 классов только беру, а у тебя только 9. Еще год тебе надо учиться. И, короче говоря, он меня отправил. Не стал со мной больше разговаривать. Но поскольку я уже был настроен на военный ряд, как я в школе не учился, а все-таки разговоры были о войне. Это было лето. Школы уже не учились. А училище военное, которое здесь было, оно было переведено из Москвы сюда. А это вторая Московская авиационная школа была. Вот она под Чкаловым где-то тут размещалась, была эвакуирована. Я разыскал эту школу, пришел и говорю: давай на меня лошадь, я поеду, и сейчас я устроюсь. Приеду я уже домой уже военным. Они со мной согласились, хозяин сам со мной поехал в эту школу, начальник школы не принял, был занят, а отдал меня командиру взвода, где людей собирали, пополняли, откуда мы понадобились, куда, вернее, мы понадобились. Вот. Он мне дал адрес и говорит: ты знаешь, где? Вот я говорю: да я же был там. Ну да, я тут в Чкалове жили, а это между Уфой и Чкаловым. В общем, я ее закончил и получил назначение на фронт. Вот, на фронт приехал я уже в 1943 году, и моя уже карьера началась как военного. В 1944 году я ее закончил, школу. Ну, там тоже мы учились и преподавали нам, самолет изучали. Вот. Полетать пришлось. Что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Чтобы защищала Родину, болела также за свободу и независимость своей страны. Но желаю, чтобы не было большой войны. А если она и будет, то Родину защищала отлично. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.